То есть, значит, предварительно вот судмедэкспертиза, оно установило, что идет перелом лобной кости головы, идет, значит, термический ожог обеих кисти обеих пальцев и стопы, идет резаная рана полового члена, есть гематома полового члена. То есть я хочу сказать, что мы все, вот, мы вся общественность, мы все видели, насколько, значит, Егор, двухлетний мальчик, он был подвержен всем видам насилия, истязаний, жестокого обращения. И это видно, что было систематически это насилие применялось. И несмотря на все эти явные признаки, на сегодня, значит, по нашему мнению, суд выносит такое предвзятое решение. На сегодня в отношении Самаркина, по получаемой нами предварительной информации, хотят вынести решение, что якобы он нанес в отношении двухлетнего мальчика легкие телесные повреждения. То есть мы говорим, вот все, что вот видите на фотографиях, да, пожалуйста, здесь ожоги есть термические, то есть его прижигали сигаретами, его прижигали, значит, Самаркин прижигал его руки, ноги, насколько вот мы знаем, там в печке, то есть систематически избивал его, идет перелом лобной кости, есть, значит, повреждение позвоночника. Значит, ухо у него настолько деформировано, что теперь оно даже его невозможно даже оперировать. И у него идет перелом носа. И вот несмотря на ночью ребенок практически не спит, он все время плачет, да, от любого резкого движения, шороха ребенок вздрагивает и плачет. И несмотря, то есть это все признаки того, что в отношении ребенка применялось систематическое насилие и истязание. То есть у нас стоит такой вопрос, почему? Значит, несмотря на то, что в отношении ребенка есть явные признаки истязания, насилия, даже мы можем сказать, что это были пытки, да, когда ребенок, воспользовался беспомощностью ребенка, на сегодня судья Сокуловского района хочет вынести по нашей предварительной информации такое заключение, что это были всего лишь, значит, насилия, которые нанесли легкие телесные повреждения. Мы не согласны. Мы требуем привлечения, значит, его к уголовной ответственности. Мы требуем, чтобы Самаркин был лишен свободы за то, что он нанес в отношении ребенка жестокое обращение, пытки и истязания. То есть вы думаете, что его отпустят после? То есть мы вот действия, мы смотрели, как, значит, мы знаем, как он до этого вел процессы, он все время перебивал, значит, адвоката, он не удовлетворял. Кто он, значит, судья, да, он не удовлетворял его ходатайство, да, то есть во время допроса, то есть он уже вел себя предвзято. И более того, мы требуем, чтобы была проведена комиссионная комплексная экспертиза, потому что вот то заключение, которое судмедэкспертиза вынесла, мы считаем, что она сфальсифицирована, она не соответствует действительности. И сегодня мы будем ставить, адвокат будет ставить вопрос, чтобы была проведена комиссионная комплексная экспертиза, потому что все то, что эта экспертиза вынесла, вот первое заключение, оно не соответствует вот действительности. Вот посмотрите, какие виды, вот чему ребенок, да, подвергся, каким видам насилия. И сегодня судмедэкспертиза выносит решение, что якобы что это было, скажем, легкое телесное повреждение. Будем подвергать до тех пор, пока лица, которые наносят в отношении детей насилие, жестокое обращение,